Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале. «Альтернативы» – широкий выбор идей для нормальной жизни. Здравствуйте, я приветствую всех телезрителей канала Регионал. В эфире очередной выпуск передачи «Альтернативы». Как вы думаете, что ответит иностранец, если задать ему вопрос? С чем у вас ассоциируется Молдова? Уверена, что большинство скажут с фруктами, виноградом, вином. И это действительно наши главные богатства, которыми мы вполне успешно можем торговать. Давайте узнаем, что думают о возможности экспорта молдавской продукции жители района Дроки. Чем, по вашему мнению, Молдова может торговать за границей? Винами, фруктами, к примеру, яблоки, виноград. За границей Молдова может торговать все. И яблоки, и сливы, и вино, и табак. В общем, все, что производят в Молдавии, все можно продавать. Вино прекрасное в Молдове. Яблоки есть, виноград. Молдова, думаю, что за границей может только вином. Яблоки, сливы. Наверное, это. Ну, наша Молдова, в принципе, всем можно торговать за границей. Начиная с нашей пшеницы, начиная с овощами, с фруктами у нас что нет, у нас полно есть. Могут ли наши вина конкурировать с другими, например, французскими или чилийскими? Я считаю, что да. Так как у нас очень вкусное вино, и оно востребовано в других странах. Наши вина не сравнить ни с кем, ни с чем. Молдавские вина могут конкурировать со всеми, со всеми. А почему бы и нет? Почему бы и нет? Что, мы хуже других? Какие рынки для молдавского алкоголя более привлекательны и почему? Россия. Молдавские вина идут. Я думаю, что быстрее всего Россия. Пока для нас, думаю, что только Россия нас выручит. Почему с соседями не жить хорошо? И там, и там. Ну, пускай идут и в Россию тоже. В Грузии там они свои имеют, но в России можно торговать с Россией. Они хорошие партнеры нам. Вот такие ответы мы получили. Сегодня в ходе передачи я предлагаю обсудить следующую тему – проблемы и перспективы экспорта молдавского винограда и вина. Почти 2 года прошло с тех пор, как вступило в силу соглашение о свободной торговле между ЕС и Республикой Молдова. Этот документ определяет основные требования и пути развития молдавской экономики, по крайней мере для большинства ее отраслей и сегментов. Однако темпы экспорта молдавских товаров в страны Евросоюза увеличиваются не столь быстро, как прогнозировали эксперты, а восточный рынок по-прежнему остается наиболее привлекательным для многих молдавских фермеров. О том, почему так происходит, мы побеседуем сегодня вместе с нашими участниками. Это коммерческий директор винодельческой компании «Баса Вин» Игорь Драгнев и производитель столового винограда, директор крестьянского хозяйства Иван Терпан. Здравствуйте, уважаемые участники. Добро пожаловать к нам на передачу. Эта передача выходит в эфир в формате телемоста, и на прямой связи с нами будет Кишиневская студия. Я рада приветствовать эксперта-координатора из Национального офиса винограда и вина Виорила Гарас. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, начнем. Господин Драгнев, ваша фирма занимается экспортом винодельческой продукции. Как вы считаете, условия, представленные в тексте соглашения о свободной торговле между ЕС и Республикой Молдова, способствуют увеличению объемов экспорта в страны ЕС или наоборот тормозят его? Ну, к сожалению, текст мы не успеваем читать, однако можем сказать про практику, что происходит на практике. И на практике, слава богу, тенденция позитивная, по крайней мере для вин. То есть есть возможность развиваться, развивать проекты, развивать продажу вин. То есть я вижу это довольно оптимистически. Ну, одним из наиболее серьезных последствий подписания соглашения некоторые эксперты считают высокий риск утраты восточного рынка молдавскими бизнесменами, предпринимателями. Ощутила ли эти риски на себе ваша фирма? Ну, скажем, восточный рынок, они, наверное, подразумевают конкретно Россию. Ну да, в основном. Так как, скажем, с другими странами, как мы работали, так мы и работаем, в том числе Украина, Белоруссия, Казахстан, то есть, которые в этом союзе и которые также
интенсивно покупают молдавские вина. То есть они никак не отреагировали на это, и как мы работали, так мы продолжаем совместное сотрудничество с ними. То есть и другие рынки, кроме русского, не пострадали. Как мы работали, так мы с ними и работаем. Давайте выслушаем другого участника. Господин Тирпан, ну, для большинства производителей столового винограда главной проблемой является его реализация. Как вы справляетесь с этой задачей? Ну, мы наш виноград отправляем на данный момент только на Россию. Мы еще не отправили на европейский рынок. Пока большой спрос идет на российский рынок. На европейский мы пока, с одной стороны, боимся отправлять, потому что очень много, Европа начинает чуть придираться. Упаковка, качество. У нас, честно говоря, не только в виноградарстве и по вину, я считаю, что у нас есть недочеты, и есть большие недочеты. Но если вы даже не пробовали отправлять свою продукцию на европейский рынок, откуда вы можете знать, что там придираются? А у меня знакомые есть, которые отправляли яблоко, виноград, и они недовольны чуть-чуть. Ну что ж, обсудим это чуть позднее, потому что перед тем, как мы задумали эту передачу, запланировали, мы побывали на виноградной плантации, которая принадлежит Ивану Тирпану, сняли там сюжет. Давайте его посмотрим. На виноградных плантациях юга Молдовы, начиная с августа, кипит работа. Идет уборка столовых сортов винограда. В этом году он радует производителей и количеством, и качеством. Теперь главная задача фермеров – выгодно продать свою продукцию. Для этого важно не только вырастить хороший урожай, но еще и правильно его собрать. Вот виноград. Вот это убираем еще, чтобы мульчичники вот так вот. Чтобы был товар. Кладем вот так. Вот. Это на низ, вверх и сверху, вот так вот. Вот так и кладем. Вот это и товар. Потому что даже любой покупатель, он когда покупает, он смотрит, что он покупает, правильно? Найти рынки сбыта виноградарям непросто, но у Ивана Тирпана из района Басарабяска давно налажены деловые связи с предпринимателем, который вывозит его виноград на реализацию за границу. Импортируем в Россию, потому что молдавский виноград самый вкусный. А если виноградники хорошо обработаны, то он и красивый. Его охотно принимают все магазины. А в Европу не пробовали вывозить виноград? Нет, мы не соответствуем европейским стандартам, хотя наш виноград лучше. В качестве своего винограда уверен и сам фермер. Однако возможность выхода на западные рынки он даже не рассматривает. Россия, Беларусь. Мы экспортировали на Европу, мы даже не хотим выходить. Почему? Мы не сомневаемся в качестве, просто, знаете, как то начнут придираться, что не тот ящик, то еще что-то. И как-никак Россия, Беларусь, она привыкла. Мы еще в советское время, я читал литературу, что еще в советское время мы отгружали полностью все на Россию. Все овощи, все фрукты. По мнению Ивана Тирпан, без соответствующей поддержки со стороны государства молдавским сельхозпроизводителям трудно конкурировать со своими коллегами из Европы. Мы еще взяли молодежный кредит в 300 тысяч, получили 50% от того, что они обещали, и до сегодняшнего дня ни копейки нам не вернули. Помимо этого, они нам еще должны около 20-30 тысяч лей. И обещают, но ничего не делают. Своими усилиями, стараемся, где в минус, где в плюс, где-то как-то что-то перекрываем. Тяжело. По результатам прошлого года Молдова отправила на экспорт более 40 тысяч тонн винограда, из которых 60% приходится на рынок России, 22% на страны Евросоюза и 15% на Белоруссию. При этом квота на поставки винограда в ЕС была освоена всего лишь на уровне 78%. Фермер из Басарабяски, который находится сегодня в этой студии, считает, что его главными партнерами являются и должны оставаться Россия и Белоруссия. В связи с этим у меня вопрос к эксперту в Кишиневской студии. А есть ли смысл нам вообще пробиваться на европейские рынки? И если да, то на какую помощь со стороны государства могут рассчитывать виноградари? Смысл, конечно, есть, потому что это сугубо личные предпочтения господина о том, что он хочет ориентироваться только на российский и на белорусский рынок. У него есть определенные коммерческие связи
это правильно. У других производителей винограда или вина могут быть другие предпочтения, другие коммерческие связи, от которых ни в коем случае не нужно отказываться по советам другого. По моему мнению, в этом случае главная задача государства – это создать всем производителям винограда или других товаров хорошие условия для того, чтобы они продавались как можно на более дифференцированных рынках. Потому что у нас есть, господин Драгнев не даст соврать, как они лучше всех знают прецеденты, когда молдавские виноделы ориентировались только на один рынок. Практически это был российский рынок. Продавать было легко, продавать было удобно, но из определенных соображений были неоднократные запреты. И мы почему-то наступаем на те же самые грабли раз в несколько лет, когда мы просто привыкаем к тому, что где-то легче продавать, потому что там нужно менять или ящик, или наклейку, или там что-нибудь еще. И мы опять же идем по той же самой тропинке. Мое мнение, что до тех пор, пока можно продавать хорошо на российском рынке, на белорусском или на любом другом, пока нам сейчас комфортно, не нужно расслабляться и искать альтернативы на других рынках. Те же самые азиатские рынки или Евросоюза. Я знаю другие прецеденты, когда люди очень хорошо продают свои товары на европейских, на азиатских рынках и ни в коем случае не хотят связываться с российскими рынками, с российским рынком или с белорусским, который он имеет очень сильный контроль от государства. Здесь не идет речь о рыночной экономике, там идет очень сильный контроль государства. И в момент, когда у нас возникают какие-то маленькие такие конфликты, скажем, с руководством этих стран, то это сразу может отразиться в любом из этих производителей. Если у тебя не обеспечена хотя бы половина того товара, который производит, что нет уверенности в том, что он идет на другой рынок в любой день, то, по-моему, это очень рискованно. Извините, но вы так и не ответили на второй мой вопрос. А может ли государство как-то помочь молдавским фермерам? О том, что в Молдове рыночная экономика. Помощь может быть идти от государства в том, что в определенный момент поддерживает для того, чтобы запустить какой-то бизнес, будь он в сфере производства винограда или других товаров, и потом создать условия для того, чтобы эти товары могли быть легко реализованы, проданы на разных рынках. Для этого до сих пор есть определенные договоренности со странами СНГ, там, где у нас есть беспошлинные продажи или импорт наших товаров в эти страны. Опять же, Россия, несмотря на эти договоренности, поставила таможенные пошлины на вина. А в Евросоюзе, опять же, есть беспошлинный импорт наших товаров на условии сертификатов происхождения. Я не вижу в этом никакой проблемы. Конечно, нам хотелось бы, чтобы наши сельхозпроизводители имели такие же субсидии. Мы часто очень не говорим о том, что в европейских странах у них уровень поддержки государства намного выше. Это никто не отрицает, и я уверен, что правительство тоже себе этого желает, но наверняка сейчас еще нету таких возможностей, и это уже зависит от нас, как мы будем организовывать как свое учреждение, так и наше государство. Еще один вопрос. Насколько вам известно, квоты на экспорт молдавского винограда в ЕС остаются невыполненными. Вот в этом направлении государство как-то может поспособствовать тому, чтобы, может быть, повысить качество и упаковки, и товарный вид, может быть, помочь с оформлением документов, сертификатов? Каждый раз ждем помощи от государства, чтобы они пришли к нам на плантации, поменяли ящики или упаковки или наклейки. Это все должны делать те люди, которые занимаются этим делом. Мы все должны понять, что это частный бизнес. И нам не нравится, когда к нам приходят
контрольные учреждения, проверяющие инстанции. Тем более, чтобы они приходили к нам на плантации или где бы это ни было в нашей компании, и еще бы и указывали, какие там должны быть этикетки. Это все должно быть на уровне рекомендаций и на уровне общих условий. Да, вот я вам предоставляю вот такие, ну, образно говоря, да, государство предоставляет какие-то условия для того, чтобы развивался определенный бизнес, и те, которым это интересно, этим могут воспользоваться. То, что они не воспользуются всеми какими-то благами, которые предоставляет, или это их частный выбор. Мы всегда должны понимать, что во всех, к примеру, если мы все-таки стремимся к развитому государству, все должны понять, что вмешательство государства должно быть минимально в частные компании. Да? Это все должно создаваться какие-то условия, и на базе этих условий люди развивают по мере своих возможностей, своих личных качеств, развивают какие-то компании, бизнесы. Но обязывать их что-то делать, это обязывается только на уровне закона или каких-то уровень качества, которые должны соблюдаться. А в остальном, ребята, не хотите продаваться в Евросоюзе, как я могу вас заставить, чтобы вы там продавали? Вам дали условия, хорошо, не хотите, продавайте там, потому что вам там удобно, вам там выгодно. Это, опять же, это сугубо... Во-первых, мы должны понять, что винный рынок Евросоюза очень сложный, и не могу сказать, что он свободный. И опять же, господин Драгнев очень хорошо знает, насколько тяжело завоевать нового импортера или партнера на европейском рынке, потому что у них уже есть определенные предпочтения. Плюс к этому наш большой недостаток тот, что нас очень мало кто знает как Молдову, как производителя высококачественных вин. У нас, опять же, исторически создались какие-то отношения с некоторыми странами из Евросоюза. Мы там продавали определенные сорта вин или определенные типы вин. Другие страны, которые импортируют очень много вина, у них немножко другие предпочтения. А у них остается то же самое мнение, что вот Молдова производит, к примеру, только полусладкие вина. Германия или Великобритания, которые являются очень крупными импортерами вин, у них, опять же, у них другие предпочтения. Поэтому производителю вина для того, чтобы завоевать нового импортера, нужно немножко времени и немножко усилий для того, чтобы он, во-первых, нашел интересующуюся компанию, а во-вторых, для того, чтобы он создал продукт по масштабам наших компаний винодельских, которые они довольно крупные по сравнению с европейскими винодельскими компаниями. Тяжело менять направление. Вот сегодня мы будем ориентироваться только на один рынок, завтра на другой. Поэтому, опять же, некоторые квоты остаются непокрытыми, но это только из-за того, что, может быть, нам понадобится немножко времени. Поэтому офис национального вина и виноградства, он сейчас работает как раз над тем, чтобы нас узнавали в Европе не как одну или другую компанию, а как страну, которая производит вина очень хорошего качества. Чтобы все в Европейском Союзе говорили о нас так же, как много лет назад говорили о нас в странах бывшего Советского Союза. В принципе, это является наша задача номер один сейчас. Спасибо. О возможностях экспорта молдавского вина мы немножко более подробно поговорим в продолжении нашей передачи, но сейчас мне все-таки, я не могу оставить без внимания вот такие высказывания эксперта о том, что вот молдавские виноградари, фермеры, они сидят и ждут, чтобы им принесли там какие-то ящики или какую-то этикетку, чтобы им кто-то что-то показал. На самом деле я имела в виду несколько другую помощь со стороны государства. Господин Церпан, а вот вы вообще рассчитываете на какую-то поддержку со стороны государства вот в плане реализации своей продукции или целиком на собственные силы?
На данный момент не рассчитываю только на собственные силы, потому что я не вижу отдачи от государства никакого как бы. Нам говорят, да, вы выходите. Я не против европейского рынка, я за. Но давайте мы посмотрим, куда лучше и больше уходит нашего товара. На данный момент я говорю, яблоко, слива, фрукты, овощи. Мы посмотрим. На европейский рынок у меня, я как видел, наблюдал, не очень много и ушло. В основном все на российский рынок. Давайте будем говорить о том, давайте будем дружить со всеми, но будем делать акцент, куда больше уходит товара нашего. Если наше вино уходит на европейский рынок, давайте на Россию. Если наши фрукты будут больше уходить на Европу, давайте на Европу. Но государство нам обещает, сказало, что квоты и так далее, мы готовы работать с Европой. Но Европа, во-первых, мы не можем конкурировать с Европой по ценовой политике, потому что и по качеству. Потому что, как у нас правило на сегодняшний день, с чем я сталкиваюсь, то это с рабочими. Я не могу набрать рабочих, потому что наше государство на данный момент, у меня есть на этот год информация по цифрам, 45 миллионов лей выделила социальную помощь. Я согласен, надо ее выделять, но надо выделять это пенсионерам, раз, второе, инвалидам и ветеранам. А дальше все идите работайте, у нас много заводов, у нас много полей. Почему мы должны кому-то... Есть мать-одиночка, которая пьет хорошее вино с винзавода, которое изготовлено из хорошего винограда. Она пьет вино, на следующий день она становится мать-одиночкой, ей платят деньги за это. За что? И из-за этого страдаю я, из-за этого страдает производитель. То есть у вас проблема с рабочей силой, я так понимаю? Да, эта рабочая сила влияет на качество товара, потому что... И на цену, наверное. И на цену, конечно, потому что от рабочей силы у меня зависит каждая минута. Если у меня нет рабочей силы, то я не могу уверен в том, что у меня будет качественный виноград, потому что каждая позиция играет на часы. Спасибо, мне понятна ваша позиция. И я сейчас предлагаю посмотреть репортаж, который мы отсняли, побывав на винодельческом предприятии, коммерческим директором которого является наш сегодняшний гость Игорь Драгнев. Там речь пойдет об экспорте вина. После этого вернемся в студию и обсудим материал. Изысканный аромат из этого цеха не выветривается никогда. Здесь, на винодельческом предприятии вблизи Басарабяски, круглый год разливают и упаковывают вина самых разнообразных марок. На складе продукция практически не задерживается. Савиньон, шардоне, мускат, каберне, пино фран, розе. В этих коробках собраны вина, которые вскоре отправятся из Басарабяски на продажу в различные супермаркеты Европы и не только. Партия вина, которая производится сейчас, будет направлена на реализацию в Польшу. Польский рынок переполнен высококачественными винами из Франции, Италии, Испании, Аргентины, Чили. Однако напитки из Молдовы все чаще можно встретить на полках магазинов и в винных картах ресторанов. За последние 2 года Польша стала основным покупателем молдавского алкоголя среди стран ЕС. Виноделы из Басарабяски хорошо понимают, что значит завоевать хорошую репутацию за границей, и стараются производить только качественное вино. Я думаю, что многое зависит от специалистов, технологов, лаборантов, от всех, кто работает на винзаводе. Ведь для того, чтобы сделать вино высокого качества, нужно в первую очередь следить за тем, чтобы на переработку не попал больной виноград или виноград других сортов, которые испортят вкус напитка. Для того, чтобы успешно завоевывать зарубежные рынки, качество продукции необходимо подтверждать специальными сертификатами. Но директор винодельческой фирмы утверждает, что европейские стандарты качества не предполагают соблюдения каких-либо невыполнимых условий. Стандарты на вино практически одни и те же. Важно выработать качественный продукт под покупателя. Конечно, определенно уменьшились те объемы, которые раньше грузились на российский рынок. Но, тем не менее, рынок подтягивается, мы охватываем определенно и китайский рынок сегодня, и Соединенные Штаты по чуть-чуть выбирают, и с каждым годом эти объемы экспорта растут. По словам Вячеслава Драгнева, российская эмбарго, ударив по молдавским виноделам, в то же самое время заставила их значительно изменить подход к ведению бизнеса.
последнее время это не нужно заниматься маркетингом, не нужно заниматься там каких-то поисков, нужна очень большая креативность, в чем мы очень большой акцент делаем на сегодняшний день. Креативность это во вкусе, в качестве продукта самом, дальше в оформлении продукта, что именно люди ищут что-то новое, что-то там, которое их наповал там разобьет и купят эту бутылку. Доля стран Евросоюза в общем объеме экспорта молдавских алкогольных напитков выросла с 25% в первом квартале 2015 года до 33% за тот же период 2016. Экспорт алкоголя из Молдовы в СНГ в этом году сократился почти на 4%. В целом страны Содружества покупают более 40% отправляемых на экспорт молдавских вин и коньяков. Господин Драгнев, ваш коллега в этом сюжете говорит о том, что особых проблем с соответствием продукции европейским стандартам у фирмы не возникало. Но наверняка вы что-то предприняли для того, чтобы ваша продукция была конкурентоспособной на европейском рынке. Вот что именно? Во-первых, это психологический, наверное, порог очень такой высокий. Потому что люди привыкают работать в одном стиле, и их очень тяжело отучить или разучить, или научить по-другому что-то делать, по-другому мыслить. То есть тонкости, о которых никогда производители говорить не будут, но с которыми они должны согласиться. Первым делом морально. И, конечно, взять на себя определенные риски вот с этим решением. Вот. Но как они их берут, я считаю, что в принципе и производители, и экспортеры все чувствуют, что в целом оно стоит того. То есть если мы будем расширять скобки, можем много говорить о том, почему Европа, почему Россия и так далее. Вот, может быть, мы даже и дойдем до таких философских... Не в рамках сегодняшней передачи, да. это точно. Ну, это относительно, то есть, во-первых, я считаю, что это психологически, то есть надо себя настроить, что вот надо сделать это, и тогда все получается у людей, у тех, кто это правда хочет. То есть. Но все-таки на первом плане качество самой продукции или его оформление, как его преподнести? Качество, скажем, винодельческое, оно определяется в сезоне. То есть вот в сезоне производителям надо знать, что они хотят от рынка, от жизни, от вектора и так далее. То есть приняв это решение, они работают, соответственно, с этим виноградом и в итоге получают продукт, который соответствует требованиям. Там нету никаких, я считаю, что сверхъестественных вещей. Вот. Конечно, другая арифметика, но в то же время другие риски, поэтому каждый как бы решает индивидуально эти вопросы. И я думаю, что люди в отрасли, они хорошо понимают, в чем весь вопрос. Спасибо. Господин Тюрпан, а какие требования к качеству продукции предъявляют ваши покупатели в России? Как вы считаете, они выше или ниже, чем в Европе, эти требования? Знаете, мне трудно ответить на этот вопрос, потому что с Европой мы не работали, но я считаю, что чуть-чуть у российского рынка чуть-чуть мягче условия, качество. Но надо стремиться всегда к лучшему, выдавать качество. Если производитель, который выращивает виноград, он вырастет плохой виноград, некачественный, то у Игоря и получится вино некачественное. Как бы он потом делал? Как бы тут идет уже цепочка. Начинается. Мы зависим от друг друга, будем так говорить, в какой-то степени. Да, это правда. Ну, покупатели, которые вывозят, так скажем, оптовые покупатели, которые вывозят ваш виноград с поля, отвозят его в Россию, они же наверняка возвращаются и говорят, вот какая была реакция, может быть, иногда что-то и не так. Какой виноград предпочитают россияне? Самый-самый лучший, самый-самый крупный, самый-самый красивый. Вот в этом году мы когда отправляли белый виноград презентабельный, мы отправляли покупатель, который тут покупал, он отправил в магазин «Магнит», сеть, позвонили нам, сказали, что упаковка, красота, качество винограда достойное. И когда звонят наши, будем говорить уже наши заказчики, и говорят, что наш виноград красивый и их устраивает, как бы это дает еще больше стимула, еще больше выдать на следующий год еще большее качество, еще больше красивый виноград. Ну, пытаемся это делать. Спасибо. И у меня вопрос к господину Гарас. Ну вот для того, чтобы наша молдавская продукция
была конкурентоспособная и на европейском рынке, и на российском рынке, она должна иметь соответствующие сертификаты качества. Она должна не просто красиво выглядеть или быть вкусной. Вот в связи с этим у меня к вам вопрос. На ваш взгляд, достаточно ли доступны вот эти услуги по сертификации товаров для молдавских бизнесменов, для виноделов, для виноградарей? У нас как у страны, есть очень большой опыт экспорта нашей продукции так на российский рынок, который он не настолько легкий, и то, что предусматривает их сертификаты качества, их законодательство, это не настолько легкие условия, как нам кажется. И те же самые требования по сертифицированию, которые есть в Европейском Союзе, там тоже работают люди, там такие же, как мы, производители, и у них не какие-то сверхтребования. Поэтому то же самое происходит и в Китае или в других странах. Да, может быть, процедура сертификации как-то она отличается. Может быть, пробить первую дорожку чуть сложнее. Но нет ничего сверхъестественного. Везде живут и работают обычные люди. И все соответствуют всем требованиям, сертификатам, которые необходимы в разных странах. У нас есть очень большой экспорт вина, к примеру. Я могу говорить только о вине, не о другой сельской продукции. В Китае, в страны Африки, в Соединенные Штаты. Везде люди проходят сертификацию без никаких проблем. И везде признаются наши сертификаты качества. Если необходимо какое-то дополнительное сертифицирование, то, опять же, делаются в аккредитированных лабораториях, и в итоге все получается. Главное не иметь, как сказал господин Игорь Драгнев, нужно перейти этот барьер и не бояться новых рынков, не бояться новых контактов. Поэтому всегда опять же, из нашего опыта, который мы сейчас пытаемся уйти или решить эту большую проблему, о том, что мы были очень сильно привязаны к одному рынку. И это не обязательно должен быть, если это не рынок СНГ, то обязательно должен быть и рынок Европейского Союза. Мы не знаем, что произойдет в этой стране, в этом Союзе через 10, через 15 лет. А нам жить и жить. Поэтому задача номер один, по-моему, для любого, и господина Терпана или другого, это диверсифицировать свой рынок. Это сейчас, если удобно продавать в Беларуси и в России, пожалуйста. Сертифицировать любой товар для продажи. Я, к примеру, знаю наш рост экспорта в Румынию. Опять же, чтобы это было и логистически, и в других направлениях, чтобы это было легче. Опять же, у нас рост экспорта в Румынию на винной продукции 75% каждый год. Это значит, что компаниям все легче и интереснее продавать в Румынию, нежели в других странах. И, по-моему, цифры говорят о себе. А то, что вы сказали, что экспорт в страны СНГ упал только на 4% по сравнению с прошлым годом, то я, боюсь, с вами не соглашусь. И посмотрим, каким будет упад экспорта вина в страны СНГ в 2016 по сравнению с 2015 годом. И это будет еще сложнее. Поэтому мое мнение, что бояться сертификатов других стран не имеет никакого смысла. Если нужна, опять же, по сертифицированию винодельской продукции, мы всегда можем предоставить какую-то консультацию. По винограду, к сожалению, это немножко не наш профиль. Но, опять же, я уверен, что там ничего такого страшного и сверхъестественного нет. У нас есть аккредитированные лаборатории, которые дают сертификаты, которые признаются во всех странах, где мы на сегодняшний день экспортируем. Господин Церпан, а у вас есть проблема с сертификацией продукции? Насколько это дорого для вас? У нас нет проблем с сертификацией. Я бы хотел задать вопрос. Да, пожалуйста, конечно. Вот на днях Евросоюз отказался от нашей молочной продукции. Это немножко не по адресу вопрос, мне кажется. Это я к тому, что Евросоюз выбирает
какую им продукцию, они, будем так говорить, на мой взгляд, что чуть-чуть крутят носом. А Россия не выбирает? Ну, Россия берет все подряд? Нет, не все подряд, она берет качественное, как бы. Но я исхожу из того, что Евросоюз отказался, я думаю, что у них самим сейчас проблемы очень большие с вывозом, так как мы знаем, что есть эмбарго, им поставили, и сейчас на данный момент, на этот год, я думаю, что у Евросоюза хватает своего товара для того, чтобы его продать. Что они, я думаю, что они не нуждаются в нашем винограде, в нашей продукции. Как бы. В чем состоит ваш вопрос, господин Гарас? Он говорил, что все идет, все можно легко сделать. Как бы. Я не вижу тут ничего такого легкого, честно говоря. Это очень длительная работа, очень долгая, и я надеюсь, что Игорь со мной согласится, не просто ему этот рынок дался. Господин Драгнев, вы согласитесь или возразите? Я соглашусь, что он не просто так дается, это довольно сложно. В то же время по нашей практике не было никогда, что там отказываются от товара там, просто так, вот что-то там. Причины. То есть да, когда есть причина, вот тогда могут это сделать. Вот. И в этом принципиальное отличие, я считаю, Европы и России. То есть Россия, она может решить там, и все, как бы это вопрос, который он не обсуждается. В Европе тебе покажут, почему это не идет, и ты понимаешь, что они правы, почему это дело не идет. По молочной продукции мы, конечно, нам, наверное, тяжело говорить, хотя так я подразумеваю, что там есть много вопросов, и у нас даже как у потребителей. Поэтому тяжело, наверное, дать оценку в этой ситуации. Господин Гарас, если вы можете как-то прокомментировать или ответить на эти вопросы, будем вам благодарны. По-моему, господин Драгнев ответил очень правильно, что проблем с сертифицированием у них никогда не возникало, но если возникало, то это было очень обосновано. И то, что Европейский Союз имеет очень строгий уровень качества, это никому не секрет. То, что наша продукция не всегда соответствует этому параметрам качества, это тоже не секрет. Но в то же время все больше и больше наших производителей они стараются соответствовать требованиям качества Европейского Союза. У всех стран свои требования. Опять же, в Китае есть другие требования. У них, это ничего такого сверхъестественного или нереализованного в этом нету. Я не вижу никакой, опять же, ни одного нормального аргумента, почему нам обязательно нужно держаться только одного рынка. Да, я это вижу, к сожалению, что нам нужно обязательно держаться, образно, не только российского рынка, а стран СНГ. У нас там возникает все больше и больше проблем. И, к примеру, сейчас, на сегодняшний день мы с вами обсуждаем глобальные вопросы. Наши винодельческие, не то что винодельческие, а любая наша продукция, которая до сих пор ездила в Казахстан, остановилась, потому что она не может переехать через Россию. Это было такое решение, которое ни с чем, ни с каким сертификатом качества, ни с каким параметром, ни с какой этикеткой, ни с каким ящиком не связано. Да? Это просто было решение о том, что весь транзит, который идет из Украины в другие страны через Россию, был приостановлен. Как вам решить этот вопрос со всеми сертификатами на руках, когда у вас 5, 10, 15 фур полной винограда были отправлены через Украину в Россию, в Казахстан, к примеру, да? И вы доехали до границы с Российской Федерацией, вам сказали, транзит приостановлен. Как вам решить такую проблему, если у вас были какие-то, не знаю, заранее мысли о том, что это случится, я просто этот товар не отправлю. Это случилось за ночь. Да, нету никакой разницы в рынках. Да, то же самое, как сказал господин Драгнев. Если вам сказали нет,
то это значит обоснованный ответ, что вот есть анализы лабораторий. Были у нас случаи, конечно, когда производители там где-то не то что нарушали, а не соответствовали каким-то требованиям. Да, где-то возвращали, где-то там нужно было что-то изменить. Но такого, чтобы отправить товар и на границе его остановили, или просто запретить въезд молдавской продукции, к примеру, в Китай или в страны Европейского Союза и не оповестить заранее, такого не было ни разу. К сожалению, у нас такое случается часто с Российской Федерацией. Это не значит, что мы должны отказаться от этого рынка. Но мы должны быть очень внимательны и не держаться обязательно только этого рынка. Вот то, что я хотел подчеркнуть. Спасибо. У вас есть право реплики. Я считаю, что когда останавливается на наш товар на российской границе, то я считаю, что это идет политическое уже. Производитель тут ни в чем не виноват. Не могу с вами не согласиться. И точно так же может и с европейским рынком произойти. Если одна из каких-то сторон поведет себя неправильно, то начнутся, будем говорить так, палки в колеса будут ставить. И будут страдать производители. Господин Драгнев, а вы что думаете по этому поводу? Я думаю, что с диверсификацией рисков надо работать очень-очень интенсивно. Ну, то есть отложить этот вопрос это нельзя, это опасно для жизни, для экономики, для всего. То есть ты вкладываешь себя в каждый день там, в поле с этим виноградником, и при этом ты живешь с очень большим риском, потому что у тебя один потребитель этого товара. То есть, поэтому я считаю, что иногда надо посвятить какое-то время диверсификации рынков. Вот, может даже потерять какие-то деньги там на новых рынках, чтобы его пощупать, чтобы его понять и чтобы иметь план Б, как говорится. То есть это жизненно важно. То есть особенно как для таких больших отраслях, как там виноградники или яблоки и так далее. Ну, и особенно с таким скоропортящимся товаром. То есть вино ты можешь еще подержать в цернах там, и как-то попробовать решить. А тут я не знаю, как этот вопрос можно решать быстро. Там, или... Спасибо. В ходе сегодняшней передачи мне бы хотелось обсудить еще один аспект темы. Соглашение о свободной всеобъемлющей торговле предусматривает еще и такое требование к молдавским производителям, как модернизация всего производства, согласно требованиям ЕС. Господин Драгнев, как вы решаете эту задачу на своем предприятии? Действительно ли это контролируется? Процесс производства вина вот с самого начала? Если европейцы проверяют, как... Да. В каких условиях вы это производите? Нет, то есть как это все происходит. На каком оборудовании, к примеру? Не было, я не помню таких контролей. Вот. И в то же время я понимаю, что вино это такой продукт, что он не нуждается в этих вещах. То есть там есть все анализы, они на бумажке, и там уже понятно, что если что-то ушло не в то направление, значит что-то было не так, и тебе могут отказать там, в принятии этого товара. То есть им не обязательно быть на производстве, чтобы понять, если товар правильный или неправильный. Это есть сертификаты. И то есть, в отличие, например, от рынка СНГ, он не дается серийным, а он выдается там на каждую партию проверяют и так далее. Господин Серпан, ну вот вы в начале передачи говорили о том, что у вас проблемы с нехваткой рабочих рук. А насколько вам удалось модернизировать производство и за счет каких финансов вы смогли это сделать? За счет каких средств? У нас виноградник на 80% механизированный. Сейчас нам осталось 20% механизации, но нам надо уже менять автопарк, потому что новые агрегаты не подходят на наши трактора, белорусы, чем мы привыкли работать. Я уже говорил, что мы взяли молодежный кредит. Я попросил в этом году нашего министра сельского хозяйства, чтобы предоставили еще один кредит молодежный, так как вот мне еще нету 30 лет. Мне отказали, я задал вопрос, как дальше развиваться, цены на технику, вы сами знаете, что очень большие, и я пытаюсь закупать только хорошую технику, не, будем говорить, такую среднюю, а иномарку пытаемся. Я вам скажу,
Другое, что если были бы роботы для уборки винограда, то я бы, наверное, их и купил бы, потому что рабочих нет. Я считаю, что наше государство растит лодырей, и которые не хотят работать. Я уже говорил, что им выделили, допустим, 1000 лей. Зачем ему идти куда-то работать, к Драгнику, ко мне? Зачем ему идти работать? Там надо работать. А так он сидит дома себе тихо, спокойно, и государство ему выдает денег. Но давайте посмотрим, государство откуда берет денег? От него, от меня, от вас, оттуда берет. Потому что от нашего, будем даже кармана мы выплачиваем, непонятно кому, а взамен мы получаем ничего. Я не против социальной помощи, не против помощи таким людям, но, может быть, сделать им, когда начинается сезон, может быть, сделать с мая до сентября вы обязаны отработать, плюс вам еще будет помощь от государства, и вы будете также получать зарплату от нас, как производителя. Я думаю, что так будет даже, наверное, скорее всего, и лучше. И тогда мы сможем как-то поправить нашу работу. Если вот все молдавские фермеры объединятся и выступят с таким предложением к правительству или к парламенту, возможно, что ваши требования действительно будут услышаны. Господин Дранев, вы их поддержите? Да, но для этого существуют ассоциации, которые представляет Виарел в том числе. И все эти вещи делаются за счет ассоциаций, с их помощью. То есть это возможно. Ну что ж, и в продолжении нашей передачи еще один репортаж. Европейский рынок успешно завоевывают вина, произведенные не только в нашем районе Басарабяска, но и у наших соседей в Чимишли. Давайте посмотрим, какое вино и куда экспортируется. Более 80% вин, производимых ныне агрофирмой Чимишлия, экспортируется в европейские страны. Больше всего в Польшу, Чехию, Словению, Германию и Румынию. Около 80%, а может и 85%. Все зависит от того, как закончим год. Продаем вино в бутылках на европейский рынок, а около 15% на рынке стран СНГ. Несколько лет назад более 70% вин, производимых в Чимишлии, были крепленными. Их цистернами экспортировали в Россию. Теперь европейцы предпочитают сухие вина. В Англию мы экспортируем только сухие вина. Они очень требовательные покупатели. Перед этим были в Молдове, ознакомились с процессом выращивания винограда, его переработкой и только после этого подписали контракт. Сухие вина больше передают аромат винограда. Качество продукции проверяется в лабораториях винзавода. Вина сухие, полусладкие, десертные. Европа пьет разные вина, в том числе и полусладкие, и полусухие. Сухие вина чем более ценные, что сортовые качества в них выражены лучше, ярче. Это натуральное сухое вино, без добавок, без сиропов. В последние годы одной из самых популярных марок вин из Чимишлии стали вина под брендом Че. Это местные белые, розовые и красные вина. Если из красных чимишлийских вин большим спросом пользуется Каберне Мерло, а из белых Шардоне Савиньон, то остальные представлены маркой Че. Они хорошо продаются на рынке. В 2012 году на международной выставке вино Савиньон из села Валя-Пержи Чимишлийского района получило золотую медаль. Для продвижения своей продукции на европейские рынки виноделы Чимишлии регулярно участвуют в различных международных выставках, конкурсах и фестивалях вина. Вот такой оптимистичный сюжет получился у наших коллег из Чимишлии. И у меня последний вопрос на сегодня к господину Гарас. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, какие проблемы предстоит решить властям Молдовы в ближайшее время для того, чтобы виноградари и виноделы могли торговать на тех рынках, на которых им выгодно это делать? Как я говорил не раз сегодня, главная задача государства является той, чтобы создать условия, как мы видим, во-первых, это и
нормальные политические отношения с странами, там, где у нас есть какие-то традиции по экспорту нашей продукции. И, во-вторых, это создать внутренние условия для того, чтобы эта продукция была создана. Господин Терпан подчеркнул очень болезненный момент. По-моему, это не только для виноградства, но это на уровне всей страны. Болезнь, то, что у нас растет, или растут, или росли очень много не то что неталантливых, а ленивых людей, которым не хочется работать. И не из-за того, что у них обязательно придут какие-то дополнительные доходы от государства, потому что они все равно, люди работают и получают мизерные деньги, а еще те, которые не работают, тем более. Просто людям не хочется работать. Есть, не знаю, это болезнь или это, не знаю, что это может быть, или, скорее всего, это уровень нашей культуры и то, как нас воспитывают с детсадов до факультетов. И, к сожалению, те, которые хотят что-то делать или уезжают, те, которые остаются и хотят что-то делать, к сожалению, они одни перед своими проблемами и не могут их решить. Одной из задач государства — это обязательно решить проблему с рабочей силой, и обязательно нам нужно перейти немножко на другой уровень качества. Я очень рад о том, что вы сегодня в репортажах подчеркнули компанию «Басавин», представителем которой является господин Драгнев, и Чемишлия, и есть еще много-много других компаний, у которых есть золотые медали со своей продукцией на международных конкурсах, и они на одинаковых уровнях конкурируют с винами Франции. Мы все знаем, что вина Франции очень хорошие, вина Италии очень хорошие. Но, к сожалению, опять же, из-за нашего очень низкого уровня культуры, я так сказал бы, мы не знаем, что происходит с нашими винами. Мы знаем, что наши вина хороши, а почему они хороши? Мы не пьем наши вина. Чтобы вы знали вот такой интересную статистику, Молдова экспортирует 93-95% всей винной продукции, которая есть у нас в каждый год. 95%. На местном уровне, на местном рынке употребляется в пределах 5%. Другой интересный пример — это Румыния, соседнее государство, где живут такие же люди, как и мы, который употребляет не больше, не меньше 93-95% всей винной продукции на местном рынке. Им не грозят никакие эмбарго, никакие кризисы на одном или на другом рынке. Вот если кто-то хочет развить свое предприятие, к примеру, не знаю, завтра господин Терпан захочет стать виноделом. Они уверены, что вот я сделаю себе 10, 20, 30 тонн вина, и я его продам на местном рынке. Потому что местные люди, они не режут себе ветки под своими ногами, они прекрасно понимают, что для того, чтобы экономика развивалась, им нужно, во-первых, развить свое внутреннее употребление. Наши люди ничего не разбираются в винах. Мы все знаем, что вина Молдовы хороши, но почему они хороши, к сожалению, никто не знает. Вот, по-моему, это проблема не только в винной отрасли, но и в других проблемах. Да, вот мы знаем, что молочные продукты запретили в Европейском Союзе. А почему ее запретили? Хороша она или не хороша? Мы это, к сожалению, тоже не знаем. Спасибо вам, господин Гарас, за участие в передаче, за ваши ответы. Хочу поблагодарить и участников со стороны Басарабяски. Сегодня в нашей студии были виноградарь Иван Терпан и винодел Игорь Драгнев. Спасибо. И хочу всем телезрителям еще раз напомнить о том, что документы, подписываемые Республикой Молдова в рамках процесса евроинтеграции, касаются не только внешней торговли, но и внутренних правил и возможностей хозяйствования. А работы у нас в этом отношении еще очень много. Иначе, пока молдавские экспортеры будут топтаться на месте, их потенциальных покупателей завоюют другие производители из других стран. Альтернативы этому нет. До свидания, до новых встреч в эфире. Работать много или работать с умом? Экономить или транжирить? Действовать или ждать? Мы выбираем совместно. Каждую неделю в передаче «Альтернативы» на твоем канале.
Альтернативы. Широкий выбор идей для нормальной жизни.